Охрана окружающей среды выходит на новый уровень. Дмитрий Медведев подписал новые документы в сфере экологической политики. В ближайшие 5 лет работу по душе найдет каждый желающий. По всей стране откроют центры опережающей профессиональной подготовки. Школьники будут сдавать еще один норматив, на этот раз культурный. Обязательным станет посещение музеев и концертов. В эфире новости, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет большое совещание с участием глав всех регионов по теме мусорной реформы. По словам премьера, на переговорах оценят общее состояние дел. Напомним, реформа обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в стране с 1 января этого года. В рамках этой реформы ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и цивилизованное обращение с отходами. Также накануне Дмитрий Медведев подписал 2 документа в сфере экологической политики. Первый касается правила выдачи, переоформления, изменения и отзыва комплексных экологических разрешений и содержит исчерпывающий перечень обязательных требований в области охраны окружающей среды. Второй документ устанавливает химические и физические нормативы для оценки качества окружающей среды, воды, почвы и воздуха. Премьер уточнил, что регионы могут вводить и свои региональные экологические нормативы, которые, впрочем, не могут быть ниже общефедеральных. С 25 февраля авиапассажирам в России разрешат использовать электронные посадочные талоны. Распечатывать билеты им не придется. Соответствующий приказ Минтранса согласовал Минюст. Документ предусматривает, что в российских аэропортах можно будет пройти на досмотр в самолет по электронному билету. Предъявить его пассажирам разрешат на экране мобильного устройства. Бумажные билеты сохранятся, но теперь не будут обязательными. К слову, электронные билеты во многих странах используют еще с середины 2000-х. В Москве эксперимент был начат только в 2013-2014 годах. Первый пассажир по электронному посадочному талону вылетел из Внуково. Единую электронную площадку для иностранцев готовят в Минэкономразвития. Интернет-сервис позволит туристам покупать готовые турпродукты и получать электронные визы, сообщил замглавы ведомства Сергей Галкин. Проект разрабатывается совместно с Минкомсвязью. Он призван решить сразу несколько вопросов. С точки зрения формирования спроса для инвесторов важно, чтобы создавался турпродукт, который даст приток туристов. И поддержка туроператоров должна быть выведена на новый уровень, сказал Сергей Галкин. В результате получится загрузить туристическую инфраструктуру России, которая сейчас порой недозагружена, полагают в Минэкономразвития. Пока идея прорабатывается с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской и Ленинградской областями, поскольку именно эти регионы входят в число самых привлекательных для иностранных туристов. Но в будущем региональный охват будет расширяться. В ближайшие 5 лет по поручению президента России Владимира Путина в каждом субъекте страны должны заработать центры опережающей профессиональной подготовки. Якутия не станет исключением. Чем именно будут заниматься эти центры и кто в них будет обучаться, выясняла Ульяна Шагина. Планируется, что Центр опережающей профессиональной подготовки в нашем регионе появится к 2020 году. И кроме кузницы рабочих кадров и проведения чемпионатов WorldSkills, он станет площадкой для профориентации и ускоренного обучения. Собственно, их назначение скрыто в их названии. Задача центров – обеспечить подготовку по наиболее востребованной компетенции в режиме опережения. Это значит, что, например, школьники должны узнавать о компетенциях будущего, чтобы правильно выбрать профессию. Студенты вместе со своей основной специальностью должны получить как минимум несколько компетенций WorldSkills, чтобы быть конкурентоспособны на рынке труда. Работающие специалисты должны постоянно повышать квалификацию, чтобы не отставать от технологий. На днях будет подписано соглашение между регионом и Союзом «Молодые профессионалы» WorldSkills Раша о создании такого центра. В центре смогут получить профессии по самым разным направлениям не только студенты, но и самые обычные люди, и даже безработные. Есть даже категория 50+ для людей предпенсионного возраста. Взрослое население от 25 до 65 лет будет обучаться по краткосрочным курсам. Профессии самые разные, от слесарей, сантехников и до водителей. Также будут предусмотрены заочные и очные формы обучения. Каждый человек может подойти
и выбрать для себя образовательную программу, получить компетенцию, да, а потом и в будущем может трудоустроиться. Да? А центр, в свою очередь, должен предложить разные возможности реализации этих образовательных программ, может быть, даже и на базе действующих предприятий. Краткосрочные курсы сегодня проводят многие среднеспециальные учебные заведения, и не только по промышленным специальностям. Якутский колледж технологии и дизайна сегодня проводит платные курсы по шитью и по другим прикладным направлениям. Именно по шитью получается очень много у нас курсов. Мы с прошлого года, вот с 2018 года, января месяца, мы получили новое помещение на Челюскина, и там у нас 3 мастера производственного обучения по дереву и по кузнечному делу. Поэтому в этом направлении хотелось бы еще дальше нам расширить и работать, потому что желающих изготовить для себя нож, там, например, да, вот якутский нож, там, хомус для тебя, что-то сделать такое, вот, много таких. Создание такого центра в Якутии – необходимость, навеянная временем. Сегодня рабочие профессии в регионе получают более 20 тысяч студентов, и спрос на эти специальности только растет, в том числе благодаря проводимому с 2013 года в регионе чемпионата WorldSkills. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. А в Мирном с середины марта на перекрестках заработает трехфазный режим. Что это значит и что изменится для водителей и пешеходов, рассказывает Марфирина Алексеева. С 12 марта светофоры 11 перекрестков города Мирного перейдут на трехфазный режим работы. При таком режиме работа светофора разделяется на транспортную и пешеходную фазы. Сначала разрешается движение автомобилей по одной улице, затем включается зеленый для пересекаемого направления. Следующий этап – запрещается движение для всех автомобилей, а пешеходам разрешено пересекать перекресток во всех направлениях. При такой работе увеличится пропускная способность автотранспорта, а значит значительно снизится количество ДТП с участием пешеходов. В первой и второй фазе автомобилям выделяется по 20 секунд для движения. Затем наступает третья фаза – 15 секунд для пешеходов. Машины в это время стоят. Мы надеемся, что это также даст положительные результаты у нас в городе. Ну, а в общем и целом, конечно, будем смотреть на динамику. Мы будем проводить мониторинг и, может быть, если понадобится, будем вносить дополнительные корректировки в блок модулей, либо снижение количества секунд для проезда автомобилей, либо увеличение, может быть, да, для количества секунд для пешеходов. До появления трехфазных светофоров государственным стандартом допускалось совмещение пешеходной фазы и транспортной. То есть водитель при повороте направо или налево обязан был уступить дорогу пешеходу, идущему на свой зеленый. Статистика свидетельствует, что именно в таких ситуациях часто совершались наезды на пересекающих проезжую часть людей. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Учащиеся российских школ будут сдавать культурный норматив. 2 министерства просвещения и культуры объявили о создании совместного проекта для школьников. По планам, каждый ученик ежегодно будет обязан посетить определенное количество выставок, концертов, музеев или спектаклей, а также посмотреть несколько отечественных фильмов. Сделать это можно будет и в цифровом формате, например, с помощью платформы «Российская электронная школа», где уже размещены виртуальные музеи, спектакли и фильмы. Так ребята смогут познакомиться с объектами культурного наследия не только своего региона, но и всей страны. Задержанный за кражу картины Айпетри Крым назвал мотив своего преступления. По признанию Дениса Чуприкова, он сделал это, чтобы привлечь к себе внимание. Во время заседания суда он заявил, что это было его собственным решением. Он также добавил, что полностью осознает свою вину и чистосердечно раскаивается в содеянном. Напомним, картина Куинджи Айпетри Крым была похищена из Третьяковской галереи 27 января. Мужчина снял ее со стены в музее на глазах у посетителей, после чего беспрепятственно покинул здание Третьяковки. На этом пока все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на Якутия 24.